Так, бисмилля рахман рахим. Мы с вами продолжаем наш разговор о сахабах, о истории законодательства, исламского законодательства. И мы с вами на прошлых занятиях, встречах поговорили о чем? О период пророчества пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, период пророчества. Сказав, что делится на два периода, это мекканский период, мекканский и мединский. Вот эти два периода с точки зрения законодательства, с точки зрения, что Аллах Субхану ва Тааля не спаслал законы в мекканском периоде, они были в облегченном виде, в общих словах, в общих приказах. И самое основное мекканского периода назначение пророчества было это таухид. Таухид, то есть единобожие, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, призывал людей к вере ля иляха илля, чтобы они признавали Аллаха субхану ва тааля как единственного в поклонении. Посланник Аллаха Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям призывал людей не к тому, чтобы они признали Аллаха, потому что мушрики Мекки, жители Мекки или, так скажем, многобожники, они верили, что Аллах субхану ва тааля есть, то есть они ему и поклонялись. Но рядом с этим было у них множество идолов, которые пророк саллаллаху алейхи ва саллям призывал тому, чтобы они отказались от этих идолов, что они никакого значения по отношению к Аллаху в посредничестве не имеют. Мединский период нас обучает со стороны законодательства, как мы должны вести мусульманский образ жизни, те законы во всех отношениях, аспектах и в семейной жизни, и также экономической, в любой сфере. В торговых отношениях мединский период Аллах Субхану ва Тааля потом уже не спосылает, как правильно поклоняться, какие виды поклонений, и все это нас в основном обучает мединский период. Вот это весь ислам, который посланник Аллаха Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям взял от Аллаха в виде Корана, аль-Корана и Сунны, ас-Сунна, в виде Корана и Сунны. Коран — это слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, а Сунна — это те же самые приказы Аллаха Субхану ва Тааля, но они были выражены в практическом, показаны в практическом использовании этих законов посланником Аллаха Субхану ва Тааля. То есть его слова, его действия, его виды поклонения, это все он показывал. И он говорит: «Саллю кама раайтумуни усалли». Вы совершаете намаз так, как видите меня, как я совершаю намаз. Коран и Сунна от посланника Аллаха Субхану ва Тааля взяли сахабы. То есть это у нас, скажем, если один, римская 2, это период сахабов. Период сахабов. Период сахабов, сподвижников посланника Аллаха Субхану ва Тааля, они весь ислам, который взяли от Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, начали передавать уже своим ученикам, то есть табиинам, которые не видели пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Сахаба, сподвижник, кто это такой? Сподвижник — это тот человек, который видел посланника Аллаха Субхану ва Тааля и умер в исламе, будучи мусульманином. То есть, кто видел посланника Аллаха и не уверовал, он не будет считаться сахабом. То есть, многие видели, да, и неверующие видели, и мушрики видели, Абу Лахаб, но он не сахаба, потому что он не мусульманин. Вопрос только в том, что если
он видел посланника Аллаха, будучи не мусульманином, а потом принял ислам. Будет ли считаться он сахаба? Да. Да, он будет считаться. То есть, если при жизни пророка саллаллаху он видел сахабу, видел пророка саллаллаху, есть разногласия по этому поводу, конечно, среди ученых. Некоторые ставят условие, что он, будучи только мусульманином, должен быть, увидеть пророка саллаллаху и быть уже в исламе. И также это касается тех сахабов, которые видели посланника Аллаха, приняли ислам, потом вышли из ислама и после смерти пророка саллаллаху обратно вернулись в ислам. То есть он был мусульманином, видел посланника Аллаха, потом он выходит из ислама, а потом обратно возвращается в ислам. Будет ли он считаться сахаба? Он будет считаться сахаба, да. Нет, меня это что? Да, это то, что вот его период, который он был не в исламе, и потом, если он все-таки. Поэтому самое основное правило сахаба – это тот человек, который увидел посланника Аллаха субхану тааля и умер, будучи кем? Мусульманином. Вот основные критерии того, что кто такой сахаба. А если он не был или не умер мусульманином, то есть умер не мусульманином, он не будет являться сахабом. Период сахабов, сколько их было, такого количества нет, но мы не знаем, а в последнем хаджи их совершали больше 120 тысяч человек. Но несмотря на то, что сахабы, радиаллаху анхум, еще некоторые жены, дети, старики оставались где? У себя дома. Не все были с посланником Аллаха тааля в хадже. А вот в Медине же там 10 тысяч, говорит человек. Сколько народу собрали? Сколько народу собрали? В Медине вообще свое население было около 3000 человек. Жители Медины. Сами коренные. И около, там рядом с Мединой были очень много поселений, которые не только в Медине, но и в других краях. 10 тысяч, слово 10 тысяч где упоминается? Вернее, число. Когда на Медину приехали, кто? В 5 году по хиджре, Ахзаб. Все племена курайшитов, друзья, их племена, и кого они смогли собрать, они с этим войском пришли, чтобы разрушить Медину, убить мусульман. На то время мусульмане смогли собрать только 3000. Но по совету Сальман аль-Фариси, мединцы что сделали? Потому что в Иране тоже так делали, персы так делали, что они вырыли ров. А с других сторон там были скалы и каменистые территории, что там невозможно было просто подойти к Медине. И вот этот ров помешал, что эти 10 тысяч мушриков, объединенных арабских племен, не смогли зайти. Были попытки перепрыгнуть ров, или там стычки были вот на нескольких моментах, но такого, так скажем, вхождения в город или завоевания города не было. Это первое число. Второй раз упоминается у нас, и, кстати, в Библии тоже есть, по-моему, послание к Коринфянам, надо обновить, что в составе 10 тысяч человек войска, и они придут в составе 10 тысяч. 10 тысяч мусульман уже, это было 5-й год хиджры, а здесь 8-й год хиджры. То есть через 3 года уже мусульмане в составе 10 тысяч уже что? Берут Мекку. Там тоже завоевание, хотя Мекки и называется, но это не было завоеванием, потому что войны так таковой не было. Мекку зашли без боя. Были со стороны Айкрима попытки сопротивления, но эти сопротивления были подавлены быстро. 10 тысяч мусульман зашли в Мекку, а 12 тысяч уже мусульман участвовали при битве
Хунейн. При битве Хунейн. Это имейте в виду только мужчины. Только мужчины. То есть женщин нет, детей нет, стариков нет. И за 2 года, то есть после этого, после захвата Мекки, прощальный хадж через 2 года. Потому что после захвата Мекки, Мекка была только сдерживающим фактором того, что арабы не принимали ислам еще, в основном потому, что Мекка была центром. После того, как центр Мекка, все стали мусульманами, очень многие племена с разных сторон, Йемен, Бахрейн и практически вся территория Саудовской Аравии, к смерти пророка саллаллаху алейхи ва саллям, практически они все уже приняли ислам. То есть приняли количеством, но еще качество хромало, потому что после смерти пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что? Некоторые племена отказались, да, в Бахрейне, в некоторых моментах были и в Йемене, и вот этих, во многих точках были, отказались то ли от закята, или некоторые от ислама. Вот это все укрепил уже Абу Бакр. То есть во времена Абу Бакра, радиаллаху анху, вся эта территория уже стали, так скажем, конкретными уже мусульманами. Все. То есть никакого уже здесь Ардуль Араб, отход назад не было. Поэтому 120 тысяч человек участвовало в прощальном хадже. Это 2 с чем-то месяца, то есть несколько дней до смерти пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Вот это количество сахабов было. Сахабы, мы сказали, что делится период сахабов на 2 периода. Период это период старших сахабов. Это времена правления праведных халифов, то есть в течение 30 лет. Это считается период старших сахабов. И потом уже период младших сахабов. Мы с вами сказали, что период старших сахабов таких больших изменений не было. После того, как, конечно, был убит Усман ибн Аффан, радиаллаху анху, уже там, уже сказать, начались вот эти политические игры или политические изменения. И из-за этого потом уже период младших сахабов, то есть когда-то они были маленькими во времена пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но через 30 лет, кому даже, как Ибн Аббасу, если взять 10 лет, ему уже потом уже вот здесь уже стало 40. Вот это уже они, период младших сахабов, они уже стали взрослыми. Вот это мы с вами тоже разговаривали. И во времена сахабов, сподвижников, посланника Аллаха, образовались со стороны, то с точки зрения шариата, фикха, образовались 3 школы. Это образование этих школ, мы увидели, что они были при посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда посланник Аллаха субхану тааля отправил их в Бану Курайза, говорит: «Ля юсаллиянна ахадукум илля фи Бани Курайза». Никто пусть из вас не совершает аср, предвечернюю молитву, кроме как в Бану Курайза. И сахабы там разделились на 2 группы. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, им приказал прочитать намаз где? Только в Бани Курайза. Бану Курайза. Я там был несколько раз. Там есть Кааб ибн Ашраф, его дом еще сохранился. Ну, такой уже разваливается. И еще несколько таких домов, крепостей, так скажем. Бану Курайза, если у вас будете в Медине, вы сможете туда съездить. В принципе, где-то километр 3-4, наверное, Бану Курайза. Еще несколько домов там есть.
Пророк саллаллаху сказал, что вы аср намаз прочитаете только в Бану Курайза. И когда сахабы двинулись туда, настало время предвечения молитвы, аль-аср. Аль-аср наступил по пути. По пути. И сахабы, ради Аллаху анхум, половина из них прочитали где? Сразу, по наступлению. По наступлению времени. А другая половина, так скажем, другая часть, они сказали, что пророк, саллаллаху алейхи, приказал нам читать намаз где? Только в Бану Курайза. И несмотря на то, что если даже время аср выйдет или же зайдет запрещенное время, все равно посланник Аллаха им обязал читать намаз где? Только в Бану Курайза. Поэтому часть, то скажем, половина по наступлению времени читает и не подчиняется, так скажем, внешним словам посланника Аллаха, что они же не в Бану Курайза читали. Пророк сам сказал, что только в Бану Курайза. Сахабы сказали, что время обязательно настало, мы должны читать по времени. А смысл слов, а не смысл, смотрите, да? Почему пророк сам сказал только в Бану Курайза аср? То есть торопитесь. Они смысл слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказали, что это чтобы мы торопились и достигли аср только там. Что эти слова были сказаны посланником Аллаха для спешки, а не для того, что именно аср там надо читать. Нет такого понимания, чтобы аср читать в Бану Курайза. Аср читать по времени надо, правильно? В исламе. Нельзя же аср только буду читать, если я буду только в Казани или там буду в Москве. Нет, аср читаешь там, где есть это, да. А на тот момент аят уже исполнен по поводу... Да, конечно, Бану Курайза. Бану Курайза, 5-й год. Бану Курайза. Берегите после полудня. Да, это уже наступление времени у нас было 2-й год по хиджре. 3 года уже они читали намаз. По наступлению времени. А вторая половина сахабов, ради Аллаху анхум, они сказали, нет, посланник Аллаха сказал только в Бану Курайза. И часть прочитали только они. Как приехали в этот населенный пункт Бану Курайза, там только прочитали. То есть произошло что? Разногласие между сахабами. Разногласие по поводу слов приказа посланника Аллаха. Некоторые взяли смысловое значение, что пророк саллаллаху алейхи сказал, что нам читать только. И сказал, если Бану Курайза, нас спешить надо. А намаз не ограничивается это какой-то местностью. Намаз читать надо на время. Не салят канта китаба мавкута. А другие взяли словесное значение. Неважно, где это, главное, пророк сам сказал так, и мы будем делать так, как он сказал. Буквальное понимание. И здесь у нас получилось буквальное понимание. Буквальное понимание. А здесь смысловое. Смысловое. Вот это разделение, которое произошло, и когда они вернулись к посланнику Аллаха и рассказали об этой ситуации, как сахабы разделились на смысловое и буквальное понимание, пророк саллаллаху алейхи промолчал. Ничего не сказал, что и ты прав, и эти прав, или они не правы. Он просто промолчал. И вот эта ситуация, она остается в нашей жизни и по сей день. Смысловое значение сахабы, как Ибн Мас'уд, ради Аллаху, да, Али ибн Аби Талиб, Умар ибн Хаттаб, да, Муаз ибн Джабаль, Абу Муса аль-Аш'ари. Вот такие сахабы, они часто использовали что? Смысловое значение. И когда даже Али был ниспослан, пророк саллаллаху алейхи отправил его в Йемен, как и Муаз ибн Джабаля, когда отправлял в Йемен, чтобы они судили там людей.
И были случаи, когда Али, рады Аллаху анху, по своему иджтихаду судил или там решал какие-то вопросы. И когда возвращался пророк, пророк, саллаллаху подтверждал его правильное решение. Правильное решение. Иншаллах, неплохо было, вот эти решения могу вам очень много привести. Как Али, рады Аллаху анху, как все правильно разрулил во многих таких вопросах. Также Умар ибн аль-Хаттаб основывался тоже на многие понимания. Умар ибн аль-Хаттаб и Ибн Мас'уд также смотрел он на более смысловые значения, как есть. Поэтому из них потом пошли Абу Ханифа, ханафитский мазхаб, и также шафиитский мазхаб. Ну, Шафии больше на Ибн Аббас, наверное, но это все равно шафиитский мазхаб. Это два мазхаба, они находятся здесь. Два мазхаба. То есть, но самый, конечно, из них, ханафитский мазхаб, он очень углублялся в этих смысловые тонкости ислама, смысловые подробности, что даже развили такую область знаний, как аль-фикху аль-ифтиради. Аль-ифтиради. Размышляющий фикх или придумывающий. То есть они придумывали какие-то вопросы, придумали и на них же отвечали. И когда Абу Ханифе задавали, зачем ты придумываешь эти вопросы, которых не было, он сказал, лучше их сейчас решить, чтобы мы, говорит, готовимся к наступлению беды до того, как она нас настигнет, а когда уже она, если нас настигнет, то мы к нему будем уже готовы. Поэтому очень есть такие очень полезные решения, которые... Но, конечно, после них, после Абу Ханифа, его эпохи, пошли, конечно, очень придумывать такие бесполезные жизненные ситуации, в которых они, может, за 1000 лет или когда-нибудь случились, и может даже не случились. И очень это много занимало, очень много времени. Как, например, если один стреляет из лука с бисмилля, а другой без бисмилля, или вообще не мусульманин, и его стрела попадает на его стрелу, а та стрела убивает животное. То есть практически вот такие не соответствующие реалии вопросы, вот этими вопросами задавались ученые, и у них занимало очень много времени и, так скажем, бесполезные разговоры. Всегда надо что? Знать свою грань. Вторая категория сахабов, буквальное понимание, это мединские. То есть, если Ибн Мас'уд, он как в Куфе основал, да? Мы с вами уже про это долго говорили, про этих ученых. То в Медина, Аль-Мадина, оно было склонно к буквальному пониманию. Мы их тоже с вами разобрали. Во главе из них кто был? Зайд ибн Сабит, Абдуллах ибн Умар, Абу Хурайра, Зайд ибн Сабит, Абдуллах ибн Умар. То есть еще и фактор основной большой играло что? Место проживания. То есть если Куфа, это была, так скажем, та территория, где уже и Персидская империя рядом, и римляне уже недалеко, то есть разные вот эти философии, разные народы, разнобытность разных людей. Надо было отвечать на те вопросы, которые поступали от разных народов. Они были вынуждены что? Делать уже кияс, сравнение, отвечать надо было на вопросы. А эти люди, сахабы, рады Аллаху анхум, как Зайд ибн Сабит, Абдуллах ибн Умар, проживая в основном большую часть своей жизни в Медине ничего не изменилось. Как при посланнике, саллаллаху алейхи ва саллям, Медина какая была,
Так и люди жили, торговали, и практически больших изменений там не было, кроме как, если с какими-то вопросами приезжали откуда-то, их все равно они отправляли их обратно. Да? То есть Медина, буквальное понимание, то есть их устраивала такая обстановка, которую им оставил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи салям. И все, то есть практически больших изменений не было. И когда им задавали какой-то вопрос, который не случился, и они спрашивали, это случилось или нет? Реально это было или нет? Если этого не было, они на это не отвечали. И когда им говорили, араайта, как Абдуллах ибн Умар, например, а если вдруг, он сказал, отправь свой, если вдруг, куда? В Йемен. Да? Абдуллах ибн Умар, хотя тот человек задавал серьезный вопрос. Если надо, говорить, целовать камень, да, целовать камень во время тавафа. И один человек спрашивает, а если людей будет много? На самом деле сейчас их много. А если их много, говорят, отправь свой, если, куда? В Йемен. То есть пока нету людей, не спрашивай. Также человек спрашивает, один человек, говорит, дал обет, назр, на грешный поступок. Что ему надо делать? То, что он совершит грех. То есть он поклялся Аллахом совершить какое-то действие, или назр обет, назара. Но он дал обет совершить какой-то грех. И Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анху, говорит, Аллах приказывает, надо совершить назр, и Аллах запрещает совершать грех. В конечном счете, ему надо делать или нет? Такого ответа нет. Вот Аллах приказывает тебе совершить свой валюфу нузурахум, завершить свой назар, свой обет надо выполнить, а грех не надо делать. То есть грех не надо делать, назар надо делать. А он делал назар на что? Совершить грех. То есть ответа такого практически он не получил. Поэтому Ибн Мас'уд, радиаллаху анху, основываясь на своих базах знаний, про него мы тоже говорили с вами много, основываясь на этом, использовал разум. И также имам Ша'би, его ученик. То есть их быстро можно было что? Ша'би, через их ответы можно было понять, они что используют для ответов. Когда один человек спрашивал имам Ша'би, жена Иблиса, говорит, как зовут жену Иблиса, он что говорил? Не знаю, меня там не было, говорит. Или нас там не было. Как зовут? То есть вопрос какой, и такой ответ. То есть, не знаю, меня на свадьбе я не был. На свадьбе меня не было. А? Не подумали. Да, на свадьбе меня не было. Вот и все. То есть они вот так не церемонились. Вот это ответ, так скажем, больше этих людей. То есть они использовали вот такие логические и разумные, основываясь на разум. Поэтому их называют что? Мадрасатур ра'i. Мадраса, школа, школа мнения. То есть они не из-за того, что они от себя что-то придумывали, а основываясь на своих знаниях, базы знаний, они давали ответы. Поэтому, например, Ибн Мас'уд, радиаллаху ан, когда его спрашивали, или когда было разногласие, то что портит ли тахарат, если мужчина дотронулся до своего органа. Ибн Мас'уд говорит, если считаешь, что это оно грязное, отрежь его, говорит. То есть тахарат, по его мнению, не портится. Да? То есть его разумное, так скажем, он знал, что тот хадис или он не использовал хадис, он не говорит, что хадис пророк саллаллаху алейхи так сказал, или я видел такое. Он некоторые моменты иногда мог не рассказывать. Он просто логически говорит, что если считаешь грязным, отрежь. То есть, если тахарат портится, то отрежь. Потому что хадис, он опирался на какой хадис в основе? Хадис ла хуа бид'атун
минка. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как приводит имам Бухари, и говорит, что этот хадис лучше, чем тот хадис Бусри. Женщине надо было задавать вопрос вообще этот поднимать. Никому из мужчин, из сахабов этот вопрос не волнует, но женщине этот вопрос волнует. Если дотронулся до своего органа, портит ли тахарат, не портит, только это женщину волнует. Никого из мужчин из сахабов не волнует. Вот. И поэтому эта сторона школы говорит, что этот тахарат не портится. Они опирались на хадис, это часть тебя. Ля хуа иннама хуа бид'атун мин. То есть Ибн Мас'уд иногда в ответах не приводит этот хадис, а приводит что? Такое логическое, так скажем, рассуждение. А школа Зайд ибн Сабит и Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анхум аджмаин, конечно, в идеале, кто, так скажем, продолжал? Какой масхаб? Или какой имам? Что-то все молчите, как будто или не выспались, или все забыли за это уже. Имам Малик. Имам Малик в своем вообще и в обличии, в поведении и во всем, он, так скажем, полностью передавал эту школу. Мадрасатуль хадис. Которые не любили никаких изменений. Чуть что левое или что-то, они уже сразу или блокировали, или, прямо так скажем, вот это явление они уничтожали на месте. Как один из приезжих в Медину взял и свою одежду стелил, как место намазлыка, да, стелил. Имам Малик сразу ему запретил это делать, что это бид'а. То есть левые движения, да, здесь в мечети пророка не нужны. Хотя он, да, так если не делали, и мы обычно у себя здесь в России часто так используем, взял куртку, стелим, там еще что-нибудь, а они это считали уже, он говорит, что за нововведение в мечети пророка. Это касается... Имам Малик, да. Это на природе или... Нет, это было в мечети пророка имам Малика. То есть если в лесу так... Пожалуйста, делайте. Вот имам Малик это уже говорит, что в мечети пророка такого явления не было, чтобы кто-то стелил свою одежду. Что за, да, буквально, что за нововведение вводите в мечеть пророка, вы уже стелите свою одежду под себя. Все, то есть для них это уже, видите, чуть-чуть уже отклонение уже пошло. У них все должно быть было по шаблону, и никаких лишних слов, никаких там отрежь его или что-то, да. Никаких, они себе в основном не позволяли, лишние какие-то движения. Имам Малик был очень строг, и все должно было бы только по хадису. Один человек приехал из Андалусии, к имам Малику. Это Андалусия, нам легко сейчас говорить. Андалусия из Испании. Сейчас нам сел самолет, да, и прилетел. А раньше даже, как один из ученых, Саид ибн Камали говорит, да, Саид Камали, он в Марокко, под Испанией. Сейчас-то понятно, Магриб, да? Сейчас-то понятно, говорят. Но наши, говорят, я помню, как еще, говорят, наши деды рассказывали, что если кто-то собирался в хадж, отсюда в хадж собирался, раньше, когда не было самолетов, во времена, так скажем, их дедушек, как мы сейчас рассказываем, по полгода туда, по полгода обратно совершали хадж. Они говорят, прежде чем уехать в хадж, они давали жене выбор, развестись или не развестись, потому что вряд ли он вернется уже. Он, говорит, уже оставлял завещание, он уже делил свое наследство и давал жене право выбора, если вдруг можешь уже выходить замуж за другого, потому что уже вот так они уже уезжали из этих краев с такими условиями, что вряд ли они обратно типа вернутся. Потому что самая основная проблема у них была что? Несмотря на африканские хищники, львы, там разные хищники, еще что-то. Самое проблемное это было Красное море. Раньше же Суэцкого канала не было или что-то, да? Можно было, конечно, вот здесь пройти. Но они, если через Красное море надо было бы переплыть, ну, вот это самое было для них тяжелый момент.
Ну и разные изменения погоды, скорее всего. Поэтому они, когда уезжали, уже все, уезжали в одну сторону. И из Испании приезжает к имаму Малику и задает 40 вопросов. На 32 из них он получает «я не знаю». Имам Малик на 32 вопроса из 40 он говорит «я не знаю». И этот человек, который уже практически столько проехал, столько тысяч километров, да, из Испании до Саудовской Аравии, он говорит: я с чем вернусь к своему народу, что я им скажу? Я скажу, что имам Малик не... Имам Малик сказал: скажи им, что имам Малик не знает. Вернись и скажи, что имам Малик не знает. Вот такое было отношение к религии. То, что они, если они говорят «не знаю», значит «не знаю». А эта школа, что? Она и принцип обучения этих школ отличались. Если вот здесь имам Малик садился, больше никто не разговаривал. Все. Если даже кто-то играл, он быстро вылетал из урока. Из них был и имам Шафии, тоже, которому тоже попался, который начал точить свой карандаш или перо, или что-то вот начал точить. И из-за того, что типа играешься с чем-то, он его выгнал с урока. Вот здесь говорит только один человек, остальные все слушают и учат, зубрят то, что он говорит. А школа Абу Ханифы или куфийская школа, не только его, и других, там, Ибн Абиля или других тоже было, да, он им задавал вопросы, и были домашние задания, они должны были подготовить ответы, или же оставались на второй, и могли по одному, по двум вопросам, они разговаривать по неделям, недели проходить на обсуждение, или чтобы найти ответ на какой-то один вопрос или два вопроса. И каждый из них в этих халякатах, которые участвовало, но некоторые, конечно, пишут, но может не так, до 500 ученых, ну там 500 ученых, валлаху алям, вряд ли, но около того, ну чуть меньше пусть будет или что-то. Были и мухаддисы, были и языковеды, и были и муфассиры, и разные со своих сторон, в киясах, в хадисах, и каждый из своих сторон дополнял или отвечал. И в конечном счете Абу Ханифа, выслушав этих своих учеников или последователей, он отвечал по своему мнению. И этот вопрос мог обсуждаться еще раз потом, еще раз обновляться. То есть это как бы... Поэтому, когда учитель имама Шафии, Вакия, когда при нем сказали, что Абу Ханифа ошибся, говорит, учитель имама Шафии говорит, как может Абу Ханифа, говорит, ошибаться в таких типа легких вопросах, когда у него сидят Абу Юсуф в своих знаниях хадисах, как Мухаммад Шайбани и как Зуфар в своем киясе. То есть не просто так на одного человека. Да, один человек может ошибиться, но у него как конгресс идет. Потому что достаточно там было Мухаммад Хасан Шайбани, одного ученика, про которого имам Шафии сказал, что новенький в исламе, послушав Мухаммад Хасан Шайбани, ученика Абу Ханифы, послушав Мухаммада Хасана Шайбани, даже не поймет, что Коран был ниспослан, он подумает, что Коран был ниспослан к нему. Потому что очень говорит, хорошо знал тафсир. Один из мухаддисов, написав книгу «Аль-Джами ас-Сагир», он сказал, что я полностью «Джами ас-Сагир», свою книгу по хадису, написал со слов Мухаммад Хасан Шайбани. И Мухаммад Хасан Шайбани, у него также от имама Малика, он дает его книгу тафсир, его шарх, его книгу Муатта. Ну, иншаллах, это... Хотя имам Шафии выучил его за сколько? За 40 дней. Книгу Муатта. Имам Шафии выучил, иншаллах, мы к этому придем. Будем уже вот эти все разбирать за 40 дней. От имама Шафии этой книги нет, а Мухаммад Хасан Шайбани
ученик Абу Ханифы, проучился, если у Абу Ханифы он учился 4 года, а потом умер, а потом он через некоторое время приехал имам Малику, учился у него 3 года. 3 года. Мухаммад Хасан Шейбани. Так, вот эти школы, которые мы с вами разобрали, этих ученых, разобрали школу Медины Ахлюль Хадис или Мадрасатуль Хадис. Мадрасатуль Хадис. Мадрасатуль Хадис или Мадрасатуль Асар. Это как архив, как база данных. Как база данных Мадрасатуль Хадис, которые не уходят, или, так скажем, есть вот так, было, и они так поэтому и отвечают. Как, например, к этому уже относим к Ахмад ибн Ханбаль. Ахмад ибн Ханбаль, поэтому первое время его не считали как за мазхаб, ханбалийский мазхаб. Так, что? Пауза. Так, мы остановились с вами на Мадрасатуль Хадис, да? Сегодня уж более-менее такое повторение идет, поэтому, чтобы влиться, да, вот эту атмосферу маликитской, поэтому имам Малик, он передает это, носитель этой школы, а после него уже, конечно, так скажем, более-менее пошли другие ученые. То в свое время имам Малик считался, конечно, одним из самых таких редкостных, единственных ученых, которые имам Малик, и только в том, что до него были очень много ученых, и после него тоже было очень много ученых, про который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что придет время, что люди будут гнаться на верблюдах, то есть они будут гнать верблюдов, направляться в разные стороны в поисках знаний, но не найдут знаний больше, чем как у ученого из Медины. И это как раз, большинство ученых говорят, что это как раз имам Малик. Потому что до имама Малика фукахау саба, который мы с вами разбирали, да, были кто? 7 факихов Медины, и не только 7, их-то еще больше было. Вот. А после имама Малика тоже его учеников очень было много. И для своей эпохи, для Медины, имам Малик считался одним из таких единственных ля юфтава Малик, у которого не было аналогов. Имам Малик. И эту школу также Ахмад ибн Ханбаль, Ахлюль Хадис, Ахмад ибн Ханбаль. Но Ахмад ибн Ханбаль это жил уже в другую эпоху. Во-первых, он жил в Багдаде. Он также по этому принципу больше жил. И в основном опирался только, если имам Малик умер в 179 году по хиджре, да? А Ахмад ибн Ханбаль когда? Еще раз, последний раз говорю на сегодня. 241 год, да, 241. Ахмад ибн Ханбаль. Разница сколько лет? Почти 60 лет, то есть даже 60 с чем-то, да? 60 лет разница. Ахмад ибн Ханбаль, если даже все-таки он приводит хадисы, асары от сахабов, у него принцип какой? Если до Ахмад ибн Ханбаля кто-то отвечал, неважно, из Ахлюль Хадис, или из Мадраса, или Абу Ханифа, или Мухаммад ибн Сирин, или Хасан аль-Басри, или Абдул-Азиз, Умар ибн Абдул-Азиз, любой ученый, если до него отвечал уже, он, Ахмад ибн Ханбаль, что? Иджтихад в этом не делал. То есть он уже от себя что-то новое не придумывал. Принцип ханбалитского мазхаба, поэтому в первое время не считали как за мазхаб. Почему? Потому что Ахмад ибн Ханбаль, он только все собирал куда? В одну кучу. И в ханбалитском мазхабе поэтому часто приходится слышать, что от Ахмад ибн Ханбаль по этому вопросу 3-4 ответа, может и даже больше. Один раз отвечал по ханафитскому мазхабу,
другой раз по маликийскому, в третий раз по шафийскому, иногда может вообще от другого. Поэтому, например, мнение другого факиха привести. И по одному и тому же вопросу у Ахмад ибн Ханбаля могло быть сколько? Несколько ответов. Почему? Принцип какой? Если до него кто-то уже отвечал или иджтихад делал, он иджтихад в этом уже не делал. То есть он от себя что-то, то есть не сравнивал, я думаю так, я думаю сяк, он не говорил. Он говорил по одному из этих ответов какого-либо одного из ученых. Как сборник. Поэтому Ахмад ибн Ханбаль, как архив данных, как сборник, он как энциклопедия просто собрал и вот так и передал. И часто в ханбалите, если книгу Мугни, например, читали, что от Ахмад ибн Ханбаль по этому поводу, что 3 ответа, например. Поэтому у него в ханбалитском масхабе, например, если бабу риба взять, бабу риба, оно практически один в один с ханафитским. Практически тоже ханафитский масхаб. В некоторых вопросах закята Ахмад ибн Ханбаль тоже, например, то есть часто приходится, что с ханафитским масхабом. Понятно, да? Ахмад ибн Ханбаль. Мы, иншаллах, сегодня с вами начнем третью школу. Это школа, все больше школ, так скажем, третья школа, которая времен сахабов не было. Это, если это Мекка, Мадрасатуль хадиси вар рай, который объединил эти две школы в одно. Это Мадрасату Ибн Аббас. Ибн Аббас, радиаллаху анху. Мадрасату Ибн Аббас, радиаллаху анху. Мадрасатуль хадиси вар рай. То есть, после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижники, основная часть сподвижников была где? В Медине. Поэтому мединская школа, Мадрасатуль хадис, основная школа его, Мадрасатуль хадис. Другая школа была в Куфе. И третья школа, которая объединяла Ира и Аль-Хадис, это было в Мекке. Это Ибн Аббас. Младший сахабы. Да, младший сахабы. Чтобы это понять, надо сначала нам понять, кто такой Ибн Аббас, радиаллаху анхума. Абдуллах ибн Аббас. Аббас это кто? Это дядя пророка, да. Абдуллах ибн Аббас родился некоторые говорят, что основное, самое это до хиджри или в год хиджри. Давайте вот так скажем, в год хиджри. До хиджри или в год хиджри. Год хиджри. И на это опирается один из его учеников, говорит, что Ибн Аббас, радиаллаху анхума, сказал, что когда умирал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мне было 10 лет. То есть Ибн Аббасу было 10 лет. И второй риваят, самый такой тоже, что ему было 13 лет, он родился в год блокады.
Год блокады, кто знает, что это такое? Когда никак запретили. Да. Когда Бану Хашим, род посланника Аллаха, то есть его клан, его род, Бану Хашим, подвергся к чему? То, что курайшиты, остальные арабы перестали с ними торговать, жениться. Знаете, то есть полностью была блокада, выселяли их из домов, и они где-то жили уже за пределами города. И то есть для них были сложные ситуации, голод, то есть трудные моменты. Это называется год блокады, когда вот они договорились, остальные племена курайшиты блокировали хашимитов. И этот год считался год блокады. Потом термиты, съели этот договор, помните? Это и в фильмах показывают, что кроме слов бисмилля, во имя Аллаха, бисмилля, остальное все было съедено термитами. И когда они заходят в Каабу, вот этот договор, он был полностью съеден термитами. И эту блокаду сняли. И в этот год родился, говорят, что Ибн Аббас, радиаллаху анхума, родился именно. Потому что в одном из речений он говорит, что мы, в этот год мы, значит, он был уже рожден. Но неважно как, то есть для нас, сейчас не об этом речь. Абдуллах ибн Аббас и так, ему все равно, если это взять, родился, значит, 12 с чем-то лет было ему, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, умер, или же 10 лет ему было, то есть он умер, как? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, умер, когда Абдуллах ибн Аббасу было всего лишь каких-то 10-12 лет, не больше. Это уже, да. И поэтому от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он передает напрямую всего сколько хадисов? Всего лишь 9 хадисов. Некоторые говорят, Кахтан им говорят, что это 10. Но неважно, 9 и 10, опять-таки, что очень мало хадисов от посланника, саллаллаху алейхи вассалям, передает Абдуллах ибн Аббас, передает всего лишь 9 хадисов напрямую. Остальные 1660. Остальные 1660 хадисов от посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, как он передает? Как может он передавать, если он не слышал столько от посланника? Отец сам слышал. Отец... Да, он передает от остальных сахабов. Чтобы вот этот момент понять, Абдуллах ибн Аббас, когда принимает, ислам, его отец Аббас, будучи дядей пророка, саллаллаху алейхи вассалям, был кем? Пленником в Бадре, правильно? То есть он был в плену, его дядя и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, потом что? Отпустил их. И Аббас, значит, его дядя был еще мушриком. До какого времени? Почти до Фатху Мекке, почти до 8 года по хиджре. Почти до 8 года по хиджре Аббас оставался не в исламе. И незадолго, или некоторые говорят, что он по пути, когда уже посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выехал в сторону Мекки, чтобы, то есть, зайти в Мекку, они по дороге, Аббас, его дядя Аббас, со своими детьми, а у него было сколько? 3 дочери и 10 сыновей. 10 сыновей, то есть 13 детей. Вообще говорю. То есть со своей семьей направлялся уже в сторону Медины, чтобы принять ислам. То есть публично принять ислам. Аббас, радиаллаху анху. По дороге застают, и они потом уже Худайбия, некоторые говорят Худайбия, а некоторые говорят, что он уже перед захватом Мекки они принимают ислам. Хотя до этого уже Аббас со своей, Абдуллах ибн Аббас со своей матерью уже были в исламе. Уже
Поэтому и Абдулла ибн Аббас говорит, «Илля аль-мустадафина мин ар-риджали ван-нисаи валь-вильдани». Это касается нас, говорит. То есть Аллах Субхану ва Тааля сделал что? Исключение, простил тех, кроме тех, которые не было возможности переехать в Медину. Они женщины, и также и женщины, и дети. То есть он говорит, это мы. То есть моя мать не смогла переехать в Медину, будучи мусульманкой, она жила в Мекке со своими детьми. И Абдулла ибн Аббас вместе с ними. Поэтому после захвата Мекки они переехали в Медину. И Абдулла ибн Аббас с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находился около 30 месяцев. То есть 2,5 года приблизительно. Около 30 месяцев. 2,5 года. Абдулла ибн Аббас поэтому получил от посланника Аллаха несколько раз его дуа. Аллахумма факиху фиддин ва аллимху аль-хикмата ва ат-тауил. Даже 2 раза, может даже больше, пророк саллаллаху алейхи ва саллям делал дуа за ибн Аббаса. Аллахумма факиху фиддин, Аллах дай ему понимание религии, ва аллимху, и обучи его аль-хикмата, то есть знание о хадисах, мудрости, и тауиль. Тауиль это тафсир. Дуа пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому ибн Аббас, радийаллаху анху, стал самым лучшим муфассиром среди сахабов. Самым одним из лучших, так скажем, да? Потому что лучшим мы не можем сказать, потому что самый лучший был кто? Ну, после посланника Аллаха, понятно. Абу Бакр, да, Абу Бакр, Умар, Али, Усман. Это были уже самые великие, которые. Также Ибн Масуд. Потому что он, не забываем, что он 6-й, который принял ислам. 6-й среди мусульман. Поэтому с первых же дней они все эти тонкости, где, что, как, они все это знали. А Ибн Аббас, а то некоторые вот любят иногда сравнивать, да кто у тебя там, это Ибн Масуд, вот Ибн Аббас, вот недавно один мне в деревню наехал. Ты знаешь, как у такого ученого Ибн Аббас? Я говорю, ну, ты не знаешь, какой он ученый был. И начал наезжать там Ибн Аббас. Я говорю, во-первых, он, конечно, сахаба, радийаллаху. Он не только ученый, он сахаба. Какой-то, кто там у тебя Ибн Масуд? Кто он такой вообще-то? Все, мы же так начинаем разговаривать. А? Кто он такой вообще? Откуда ты его взял? Вот, Абдулла. Ибн Аббас и все. Как его зовут-то, говорю? Нет, он Ибн Аббас. А что тебе не хватает, что ли? Все научил, да. Я говорю, когда родился, хватит. Вот. Поэтому то, что Абдулла ибн Аббас, несмотря на то, что он всего лишь побыл с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, 30 месяцев, нельзя друг на друга сталкивать сахабов, которые были там чуть ли не с первого дня. Или кто он такой, как будто вот уличные такие разборки нельзя устраивать. Да. Это по старовихам мы можем выйти на улицу, да, и показать, кто как сильнее кричит. Да. А здесь не надо. Поэтому среди муфассиров их 10, которые сахабы, которые считались великими муфассирами, это 10. Это 4 халифа: Абу Бакр, Умар, радийаллаху анху, Усман, Али. Потом идет Ибн Масуд. Потом идет Абдуллах ибн Аббас. Почему Ибн Масуд впереди? Потому что из-за того, что он с первых дней с пророком. Абдуллах ибн Аббас, радийаллаху анху, Зайд ибн Сабит, Абдуллах ибн Умар, потом Муаз ибн Джабаль. Сколько мы посчитали с вами? 9, да? И Абу Муса аль-Аш'ари, да, аль-Хуляфа Зайд ибн Аббас, Убай ибн Кааб, забыли, Убай ибн Кааб. Вот, поэтому Убай ибн Кааб, да, мы забыли.
Все вот то, что имена, которые у нас есть, мы практически вот будем ходить между ними. Такой вопрос. Сейчас такой вопрос. То есть Абдуллах ибн Аббас переезжает в Медину только в 8 году по хиджре, находится с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, всего лишь, 30 месяцев, но передает от него 1660 хадисов. Саха, то есть, да? Значит, если напрямую от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он передает всего лишь 9 хадисов напрямую, остальные все 1651 или 50 он передает от других сахабов. Тогда вопрос такой. Сразу вот это называется улюм аль-хадис. Улюм аль-хадис, да? Заходим. Если сахаби берет хадис от другого сахаба, который взял от кого? Посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и не называет его имя, и говорит, что этот хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и не называет это имя, этот хадис будет считаться слабый или же достоверный? Цепочку не раскрывает. Цепочку он не раскрывает. Цепочка прервана, правильно? Цепочка прервана. Этот хадис какой будет? Хадис мурсаль. Хадиса нет мурсаль из-за того, что не хватает кого? Имя сахабы. Но этот хадис будет сахих. Хадис мурсаль сахих. Потому что все мурсаляты сахаба, они все сихах. Почему? Автоматически. Потому что сахабы все они аудуль. Все они что? Не подвергаются критике. Не подвергаются к авторазбору. Любой сахаба, он что? Так скажем, над ним стоит галочка, знак зеленый, знак качества. И это тоже знак. Никакого здесь запрета и никакого сомнения здесь не может быть. И когда без сомнений идет речь, разговор только между сахабами, и снизу другой человек помимо сахабов, если не зашел, то если сахаба берет от сахаба, автоматически будет что? Будет сахих. Понятно, да? Другое дело, когда табиин, это уже все. Табиин, потому что только на сахабов пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал знак, что? Качество или знак достоверности. Асхаби удуль. Они мои, что? Любого их возьмите, то будете на правильном пути. Любой сахаба, он считается. А другое дело, когда табиин скрывает сахабов. Он говорит, каля наби, саллаллаху алейхи вассалям. Тогда можно ли верить этому табиину или нет? Хотя этот табиин тоже на нем стоит сика. То есть доверенный человек, которому надо верить, потому что нету от него. И он сразу от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорит это. Но не говорит имя сахаба, от какого он слышал. Это будет сахих или нет? Это тоже хадис какой? Мурсаль, да? Правильно? Нету сахаба, он нету. Например, говорит Хасан аль-Басри, каля наби, саллаллаху алейхи вассалям. Хасан аль-Басри говорит, сказал пророк Аллаха. Но Хасан аль-Басри, что? Сика, ему доверяется. Или, например, Аль-Кама пусть будет, или другой. И Ибрахим ан-Нахи, но он не видел пророка, саллаллаху алейхи жил. Табиин? Да. Он пророка не видел, нет. Неважно там при нем, не при нем, но он не видел. То есть, если он не видел посланника, тогда на него гарантии пророка нет.
Тогда это сахих или не сахих? Вот в этом смотрят по практике. То есть смотрят по практике. Например, если табиин. Насчет сахаба вопросов нет, да? Неважно, видел он, то есть напрямую сахаба слышал, или как Умар ибн Хаттаб не слышал от пророка, но он слышал, как Абу Бакр, например, сказал, что пророк, и Умар передает уже. Но неважно, то есть сахабы, когда передают, даже сам не слышал, но слышал другого сахаба, тогда в этом случае это уже будет сахих. Как это делалось как молодыми, Абдуллах ибн Умар или Абдуллах ибн Аббас. Поэтому, или Абдуллах ибн Аббас, например, да? Также Анас ибн Малик, Абдуллах ибн Умар, им-то по 20 лет было, да? Помните, нет? То есть им было по 10 лет, когда приводили их к пророку, саллаллаху уже. Анас ибн Малик, например. Им-то по 20, они уже повзрослели, они за 10 лет очень много, что могли от пророка, саллаллаху услышать. Если даже не слышали от другого сахаба, если передает, все равно хадис мурсаля у них сахаба. Но если табиин, тогда такой гарантии нет. Поэтому среди табиинов, если это был Саид ибн Мусайиб, кто это? Забыли? Да, табиин, и 15-й год по хиджре родился. Самый первый, которого мы разобрали, из мадрасатуль хадис, из учеников Абдуллах ибн Умар, и являлся кияв кого? Абу Хурайры, который женился на его дочери Саид ибн Мусайиб. Поэтому мурсалят, если Саид ибн Мусайиб даже не называя имя сахабы, у него будет сахих. Ему верили, ученые от него брали. Мурсалят Саид ибн Мусайиб сахах. Без сомнения, потому что он четко выбирал, четко что? Все четко так сказать, анализировал. И точно помнил, что как, если даже имя сахабов он не говорил, то его мурсалят, если он даже, то ему ученые верили и доверяли ему полностью. А если это был Хасан аль-Басри, то тогда ему доверия не было. Такой ученый, но доверия нет. Да. Хотя Ата или Ата, иншаллах, самый первый ученик Ибн Аббаса, иншаллах, мы с вами сейчас напишем. Ата ибн Рабах, такой огромный ученый. Это Ибн Рабах, самый первый, который муфти аль-Харам. Его мурсалят также, и Хасан аль-Басри ученые в хадисах не брали. Они говорили, подожди. А Саид ибн Мусайиб или Ибрахим ан-Нахай, они считались, что сахих. Это чуть-чуть мы отвлеклись. Не сложно? Не понял, почему именно Хасан аль-Басри считается сказочником, в смысле? Нет, не сказочником, а... Да. Как там это слово пацана, даже за базар отвечать надо, брат. Ата ибн Рабах или Хасан аль-Басри, они иногда могли где-то дать, значит, где-то дали расслабинку. Или поверили там, где не стоит верить, или где-то что-то допустили. Достаточно. Да. Или не разобрали до конца. Да. То есть это был очень тонкий, такой строгий подход. Вот. Поэтому мурсалят от ученых, если он скрывал имя сахабов, значит что-то было. Я вот не могу точно сказать, но ученые дают такую оценку на них. Но одного него, да, только считается? И остальные все, да, он один только? Где? Саид ибн Мусайиб? Нет, и также Ибрахим ан-Нахай. Да, учителя Абу Ханифы из Куфы, Ибрахим ан-Нахай, у них тоже, они были жесткими, значит, очень перепроверяли или что-то от сахабов или что-то, им было полное доверие.
Поэтому мы чуть-чуть отошли до улюмуль хадис. Поэтому Ибн Аббас, радийаллаху анхума, если даже передает 1660 хадисов, если вам кто-то скажет, как же он за 30 месяцев всего лишь жил с пророком, откуда столько хадисов он научился, мы говорим, он взял хадисы от Абу Бакра, Умара, Абу Хурайры, радийаллаху анхум, также Абдуллах ибн Умара и других, Аиши, радийаллаху анха, и от других сахабов. И если даже он не называет, от кого он взял, все равно это будет сахих хадис, как будто он это слышал от пророка. У Абдуллах ибн Аббаса, основные его качества. Он первый, турджуман аль-Кур'ан, переводчик Корана, турджуман аль-Кур'ан, переводчик Корана. Его так назвал Ибн Масуд. Турджуман аль-Кур'ан, он переводчик Корана. То есть, потому что в одном из его изречений в Коране все слова и говорят, что они означают, я знаю, кроме 3 слов. Гислин, Ханана и Раким. Кроме этих слов, я все в Коране знаю, значение слов. Переводчик Корана? Он первый его, так скажем, кличка это Турджуман аль-Кур'ан, переводчик Корана. И второй его называли Хибруль Умма, ученый нации. Ученый нации. Турджуман. Турджуман, да. Это в хадисе, когда человек будет стоять перед Всевышним, валяйся бейнахума, турджуман. Аллах будет разговаривать с каждым из нас, и между ними кого не будет, переводчика не будет. Из его достоинств то, что он, кто? Ахль-Байт, да? Из семьи пророка саллаллаху, понятно, да? Двоюродный брат Ахль-Байт. Потом он видел Джибрииля 2 раза. Ибн Аббас, радийаллаху анху, видел Джибрииля 2 раза. И третье его достоинство, которое делал, это дуа Наби саллаллаху алейхи саллям. Ему что? Пророк саллаллаху алейхи саллям делал дуа. Когда в 35 году по хиджре, по приказу Усмана ибн Аффана, он сопровождал группу людей в хадж, то есть он был назначен предводителем хаджа в 35 году по хиджре. Про него Аиша, радийаллаху анха, жена пророка саллаллаху алейхи саллям, сказала, что он лучше всех знает, как правильно совершать хадж. То есть всех остальных сахабов лучше всех разбирается в тонкостях хаджа. То есть как, что, какие вопросы, детали хаджа. Это отразилось на его ученике, кто? Ата ибн Рабах, которому все ученые, даже Абу Ханифа учился у него тоже. Абу Ханифа учился у Ата ибн Рабах, ученика Ибн Аббаса, и у него очень многие ученые учились. Аль-Лайс, Абу Ханифа, Аузаи. Все учились у Ата ибн Рабах, он муфти аль-Харам считался. И самый лучше всех знал, из-за того, что он совершил 70 раз хадж, лучше всех знал, и все вопросы касательно хаджа возвращаются к Ата ибн Рабах, который взял от кого? От своего учителя Ибн Аббаса. Ата ибн Рабах был 70 раз хадж. Ата ибн Рабах, да, он тоже совершал 70 раз хадж. Ибн Аббас, радийаллаху анху, поэтому и вообще в других даже вопросах
даже в других вопросах. Один из его учеников говорит, что я видел, как 70 сахабов, если не могли найти ответы, они все шли за ответом к Ибн Аббасу. Почему? Потому что даже будучи, когда было ему всего лишь 16 лет, во времена правления Умара ибн Хаттаба, он входил в состав Шуры, 16 лет в состав Шуры, хотя состав Шуры бадрийцев, где в основном были только участники Бадр. И они не были довольны, ну такое чуть-чуть недовольство, почему этот типа маленький юноша с нами находится. Там были такие все старейшины, участники Бадра. И когда Умар ибн Хаттаб задал вопрос, никто не смог ответить. И это ответил Ибн Аббас на этот вопрос. Вопрос был насчет... Из послания суры Насра. Суры Насра, да, вопрос Насра. Когда аят указывал на смерть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что Ибн Аббас, радиаллаху анху, сказал, что здесь уже оповещение о том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, скоро умрет. Да? Вастагфирху, потому что говорит, фасаббих бихамди раббика вастагфир, вот это, что уже проси прощения, это уже указывает то, что его смерть близка. И тогда уже они остальные после этого уже молчали. И также в одном из собраний, когда с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже были моменты, где он знал ответы, и он не говорил. Из-за положения, из уважения к другим. Да. Так, наверное, на сегодня все. Сколько у нас там по времени? Или успеем хотя бы имена учеников взять? Нет, все. Иншаллах, вот от него учим его мадресе, почему в Мекке, вот этот вопрос только закрыть, почему мекканская называется, хотя сам Абдуллах ибн Аббас, радиаллаху анхума, умер где? В Таифе. Кто совершает умру или умру, их везут куда? В мечеть Ибн Аббаса, туда. Почему он там умер? Почему он туда уехал? Боялся совершить в священных землях. Ответственность очень большая была. Один из этих, да. Один из причин. Но есть еще политическая сторона, что когда между Абдуллах ибн Зубайр и Абдуль-Малик ибн Марван, между амиядским халифом и между Абдуллах ибн Зубайр были стычки, чтобы он подальше от этих стычек. В Мекке же был Абдуллах ибн Зубайр, чтобы никому не присоединиться, никому, чтобы никто его не использовал или, так скажем, в своих политических вопросах, политических играх, он уехал в Таиф с сыном Абу Бакр Мухаммад аль-Ханафия. Они вдвоем уехали, чтобы не участвовать в этих междоусобицах. И он там умер, и Мухаммад аль-Ханафия, сын Абу Бакра, тоже там же умер потом, там же в Таифе. Вот они отстранились ни Амиядом, ни Абдуллах ибн Зубайру, радиаллаху анхум аджмаин, он просто отошел в Таиф и там же умер. Почему поэтому, почему мекканский, хотя Абдуллах ибн Аббас, где родился? В Мекке родился, жил-то он где в основном? В Медине. Во времена правления Умара ибн Хаттаба он был в Медине. Во времена Усмана, радиаллаху анху, он иногда уезжал, то есть участвовал в Фатхе Африкии, то есть Тунис, где вот Ливия, Тунис, когда участвовал в этих, Табаристан также участвовал в сражениях, то есть и в Африке был, и в Табаристане был. Но потом, когда переехал в Медину, его ученики, в основном ученики, Ата ибн Рабах, остальные ученики, в основном, они основались в Мекке. И последние годы своей жизни тоже в Мекку, когда приехал. Азизия, район Азизия, наверное, если вам в Мекке знакомо, это место, там через тоннель есть Азизия Шимали, есть Азизия Джанубия.
Вот эти районы, они раньше считались как раз, где постились овцы вот, Ибн Аббаса его в старости. Это его район считается тоже. А сейчас называется Азия. Вот Абдуллах ибн Аббас. Мы, иншаллах, начнем на следующий урок с его учеников разбирать. Также мы должны хорошо их помнить. Как знаем, это Саид ибн Мусайиб, так же как Масрука, Алькама, имам Ша'би. Все это надо желательно что? Повторить. Да, с первого раза это не запоминается, столько имен, столько всего. Но один раз, два раза, три раза, четыре раза, все равно вот эти они потом запоминаются. И после этого, как мы вот этот период сахабов перейдем к табиинам, мы вот этих всех ученых будем что? С друг другом, кто у кого как учился, и как кто с кем встречался, и какие они вопросы поднимались, тоже вот эти вопросы поднимать. То есть уже вторая линия. А потом уже после этой линии, после сахабы, их ученики, после их учеников еще их ученики, да? А потом уже начинается эпоха Абу Ханифы, эпоха имам Малик, Шафи, уже все потихоньку. Все, потихоньку. Все это надо будет хорошенько повторить, чтобы потом обратно мы с вами что? Уже не говорили, кто такой там Саид ибн Мусайиб или Мухаммад аль-Ханафия, или кто такой там Ата ибн Рабах, чтобы мы с вами... Вот у Ата ибн Рабах обучался Абу Ханифа. Почему? Потому что Абу Ханифа 6 лет из Куфы переехал в Мекку, прятался во времена последние дни правления Амиядов. Абу Ханифа здесь жил. Поэтому нельзя сказать, что Абу Ханифа там сам по себе где-то думал, а этот сам по себе. Нет, они встречались, обсуждали. 6 лет находился в медресе Ахль-Хадис, Абу Ханифа тоже находился. Поэтому Абу Ханифа не знал, Абу Ханифа не видел. Это все наше только представление. А чтобы это неправильное представление убрать, мы с вами должны. Абу Ханифа сказал, кстати, про Ата ибн Рабах: я не видел лучшего человека, чем Ата. Это слова Абу Ханифы про Ата. Все, ассаляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракатух.